Вы знаете эти люди, которые они спаслись от огня ада. Так, уважаемые, думаю, сильно хвалить тоже не буду. У меня самый любимый мой друг есть, который ради Аллаха я люблю. Мы ее называем районным имамом, Садыр Тынажи. Садыр Тынажи, вас не поздравишь? Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'ду, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Төбе джамаат, конечно, поздравляю вас этим прекрасным мечетем. Сегодня день гостей, из-за этого я очень мало скажу и освобожу это место. Сегодня день гостей. Но я не гость, из-за этого я говорю день гостей. Расулуллах хадис, алейхиссалату вассалам, это должна быть мотивация для всех мусульман. Такой хадис. Инна лилляхи халкан халакахум ли хаваиджин нас. У Аллаха есть такой халк, такие люди, которые Аллах их сотворил, чтобы они всегда помогали людям. Это очень большая мотивация для человека, когда от него есть польза. Это ты считай, ты человек Аллаха. Из-за этого те, которые его построили, те, которые словами своим или там действиями кто-то помогал этой мечети, или вообще любому, который помогает люди, они, Аллах, то есть Расулуллах их называет «Инна лилляхи халкан халакахум ли хаваиджин нас». У Аллаха есть такие люди, которые помогают людям. «Яфзаун насу илейхим фи хаваиджихим улайка ал-аминуна мин адабиллах». Люди все туда к ним за помощью идут, и они помогают людям. Вы знаете эти люди, которые они спаслись от огня ада. Чтобы вы знали, любой человек, из-за этого помогайте людям, помогайте джамаатам. Здесь есть полицейские, здесь газовики, здесь районные администрации. Очень много хакимов слышат эти наши речи. Из-за этого вы должны знать, вы люди Аллаха, если вы помогаете, если у вас есть польза людям. Если одному человеку помогает, это он хороший. Если 10 помогает, он супер хороший человек. Из этого вы должны знать, те, которые помогают людям, не переставайте, не уставайте помогать людям, помогайте, иншаллах, вам будет вознаграждение. И, конечно, наш брат Абдуллах, мы, как районный имам, мы довольны, он молодец, что построил мечеть. Ну, строить мечеть, это из 100% 30%. Аблажи, ты построил, но то, что ты построил, ты сделал 30%. И что остался за тобой 70%, это который ты должен заполнить, этот мечеть, всех призвать к исламу, тюбинский джамаат, все должны стать исламскими людьми. Из-за этого наш фонд Чомарт, Атажгель, наш фонд Чомарт с начальником Атажи, Будачиев Атажи, мы решили вам подарить Абдуллажи, дадам ихтияр берсеңіз, Ибн Хаджар, книги Ибн Хаджара, Абдуллажи, чтобы ты читал, чтобы ты еще больше призывал людей, иншаллах, ты будешь не простым алимом, а сильнейшим алимом, иншаллах, Абдуллажи, всех благ тебе, что ли тебе жизни. Так что ничего не закончится, все только начинается, Абдуллажи. Все, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Садыр Тынажи перед фактом поставил тоже. Как он сказал, что я построил. Я эту мечеть не строил. Я как подсотник. Нет, причина здесь есть такие люди, которые Аллах хочет и отправляет сюда строить свои дома. Алхамдулилля, такие люди, которые кирпич клали, там туда-сюда делали, основную работу, массовую работу, которая здесь есть, наши братья есть, Масаучун, Доргелинские братья есть. 70% мечети, вот Аллах их своих избранных рабов отправил сюда. Имена не буду назвать. Это начиная с фундамента до последней побелки, скажем. Вот таких избранных рабов Аллах сюда отправил, и с ними Аллах свой дом поднял. А я последний, я простой пахлачи, как там сказать. Аллах разы болсын, что похвалил Садыр Тынажи.